Согласно данным, представленным отделением по вопросам миграции отдела МВД России по городу Сибай, за минувший 2016 год изменения коснулись как объемов, так и процедурной части оказания подведомственных государственных услуг. Так, впервые паспорта гражданина Российской Федерации получили на 50 подростков меньше, 140 против 195 в 2015 году, что является следствием падения демографических показателей рождаемости, пришедшейся на 2002 год. Всего же за прошедшие 12 месяцев было оформлено более 2500 документов, удостоверяющих личность гражданина. Нашли отражение в работе ведомства и внешнеполитические события, участником которых явилась наша страна. В результате непростых отношений с иностранными партнерами, вследствие чего были закрыты крупные туристические направления, количество заявок на получение паспорта заграничного образца снизилось более чем в 2 раза. Также в целях усиления государственного контроля был проведен ряд профилактических мероприятий. За 12 месяцев у нас проведено на территории города Сибая 9 профилактических мероприятий, именно нелегальный мигрант, нелегал 2016, штраф. В результате этих мероприятий составлено админпротоколов 376, общая сумма наложена штрафов 449 тысяч, а взыскано 317 тысяч. Главным нововведением в работе ведомства стал упрощенный порядок получения государственных услуг посредством единого федерального портала. Основное изменение, что касается миграционной службы, это подача заявлений от граждан в электронной форме, а именно заявление по выдаче заграничного паспорта гражданина Российской Федерации нового поколения, заявление по оформлению внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, предоставление адресно-справочной работы для физических лиц, а также регистрационный учет по месту жительства граждан, либо по месту пребывания. В настоящий момент отделение по вопросам миграции проводит комплексную работу, направленную на информирование граждан о преимуществах подачи заявок на получение госуслуг в электронном виде. Лиана Кириллова, Ренат Музафаров, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.